Чернобыль. Как стала возможной крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики? Город Чернобыль находится на севере Украины в 110 километрах от Киева и в 16 километрах от границы с Белоруссией. 30 лет назад это был Советский Союз. Чернобыльская атомная электростанция имени Ленина была одной из крупнейших в Советском Союзе. Ее проектная мощность – 6000 мегаватт. 2 из 4 энергоблоков построили в 70-х годах. Каждый энергоблок состоит из ядерного реактора и 2 паровых турбин. Строительство 2 остальных реакторов завершилось в 1983 году. Именно на 4-м реакторе и произошел взрыв. Что случилось на самом деле? По данным следствия, основные причины – ошибки персонала и несовершенная конструкция реактора. В апреле 1986 года 4-й энергоблок готовили к ремонту, а перед этим персонал должен был испытать новое оборудование. Во время испытаний персонал совершил ошибку, мощность упала практически до нуля. Отключение грозило срывом испытаний, поэтому дежурные отключили всю автоматику и вывели 95% стержней из активной зоны реактора. Началась цепная реакция, что вызвало перегрев и рост давления в системе охлаждения. Реактор вышел из-под контроля, 1000-тонную оболочку снесло взрывом, из шахты вырвались сотни килограммов водорода. В 1 час 24 минуты произошло 2 тепловых взрыва, которые привели к полному разрушению 4-го блока. Сразу после катастрофы погиб 31 человек. 115 тысяч жителей были эвакуированы из 30-километровой зоны. В ликвидации последствий аварии принимали участие более 500 тысяч человек. В результате аварии произошел выброс 380 миллионов кюри радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода, цезия и стронция. 200 тысяч квадратных километров – примерная площадь загрязнения радионуклидами. Масштаб катастрофы в сотни раз превысил последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Через полгода над 4-м блоком был построен бетонный саркофаг, который задержал, но не остановил радиоактивное заражение. Остальные энергоблоки вернулись в эксплуатацию к 2000 году. В 2012 году началось возведение нового саркофага. Его длина 260 метров, ширина 165, высота 110 метров. Работы по его возведению завершились в 2017 году. Предполагаемый срок эксплуатации – 100 лет. Арку сооружали на расстоянии от саркофага, чтобы не подвергать риску облучения строителей. Потом арку весом в 31 тысячу тонн провезли 250 метров и надели на саркофаг. Под аркой нового саркофага планируется разобрать старый. Общий бюджет проекта по возведению нового саркофага – более $3 миллиардов. Для сравнения, отправка на Марс марсохода Curiosity обошлась НАСА в $2,5 миллиарда.